Продолжим тему победителей, тему созидания. Жители разрушенных городов Луганской Народной Республики регулярно получают гуманитарную помощь от Татарстана. На сегодняшний день это более 5000 тонн грузов, строительные материалы для восстановления подшефных городов Лисичанска и Рубежного, продукты питания, детская одежда, лекарства и даже свежие овощи. В Рубежном, который серьезно пострадал от ракетных ударов ВСУ, из почти 5000 частных домов неповрежденными остались всего 308. Разрушены и жилые многоэтажки. Ежемесячно колонны гуманитарной помощи из Татарстана идут на новые территории, где, несмотря ни на что, часто под обстрелами налаживается мирная жизнь. Репортаж нашей коллеги Алины Сулеймановой. На протяжении уже 2 лет все это привозит нам Татарстан. Одежда для новорожденных, эти люлечки, эти постельные кроватки, все это Татарстан. В гуманитарный центр Рубежного приехала очередная партия груза из Республики Татарстан. В 6 фурах 102 тонны помощи для жителей подшефных городов Лисичанска и Рубежное. Это уже 21-я гуманитарная колонна, организованная Татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия». Список необходимой помощи формируется Татарстаном, исходя из пожеланий от местного населения. И эта поддержка от регионального отделения партии помогает восстанавливать мирную жизнь в разрушенных городах. У нас вообще это работа на системной основе. Мы от Евгения Анатольевича Варакина, от его команды каждый месяц получаем список потребностей и стараемся отрабатывать по этому списку. Там есть и постоянные составляющие, те же продукты питания, детские, особенно вот товары, строительные материалы обязательно. А ведь еще 2 года назад, когда формировалась первая колонна помощи, никто и не ожидал, что эти рейсы за 1000 километров от дома станут регулярными, что желающих в Татарстане помочь, поддержать и принять участие в судьбе жителей Рубежного и Лисичанска настолько много. Первую колонну, там 4 фуры мы набрали, мы думали, это будет разовая акция. Но народ настолько широко откликнулся, и мы вышли вот на этот вот постоянный режим уже раз в месяц, целые такие большие колонны везем. Жителям разрушенных городов ЛНР помощь сегодня очень необходима. В Рубежном во время отступления ВСУ пострадали и многоэтажные жилые дома, и индивидуальные частные строения. Их в городе было 4615. Почти 1000 домов в результате ракетных ударов подлежит сносу. Неповрежденными остались всего 308. Внешне производит город очень тяжелое впечатление при въезде в город. Все разрушено. Этот город пострадал больше, чем Лисичанск. Нельзя однозначно говорить, какой из них больше пострадал. Они оба пострадали одинаково. Просто сопоставить размер разрушений невозможно. Здесь больше пострадал частный сектор в большем количестве, но больше сохранилось коммунальных сетей. В Лисичанске, наоборот, частный сектор почти не пострадал, но пострадали большие, крупные дома, многоэтажные, и очень сильно пострадала система коммунальных сетей. В Рубежном, так же, как и в Лисичанске, идут ремонтные работы поврежденных многоэтажных жилых домов. Взрывной волной вынесло окна, вот стекла, потом вот это изрешечено осколками от снарядов. Татарстанские бригады выполняют и строительные работы, и трудятся по устранению коммунальных аварий. В моем доме делают ремонт. Мы не ожидали, что такой объем работ. Куратор от нашей республики в подшефных городах Татарстана Евгений Варакин во время рабочих поездок и встреч получает обратную связь от жителей. Вот вы приехали сейчас на склады гуманитарной помощи, к вам люди сразу пошли. С какими просьбами, как правило, обращаются? Пенсионеры, как правило, просят лекарства, потому что здесь пока что не обеспечена аптечная сеть. Молодые мамы просят детское питание, памперсы, пеленки. Несмотря ни на что, жизнь продолжается, дети рождаются, и слава богу. И мы очень этому рады, поэтому будем стараться возить. Люди среднего возраста, они уже просят стройматериалы для того, чтобы тихо-тихо начинать восстанавливать свои частные дома. И с этим тоже пытаемся помогать. Несмотря на тяжелые времена, которые пришлось пережить жителям Рубежного, и несмотря на близость к линии боевого соприкосновения, настроение у жителей на подъеме. Сейчас, когда началась стройка, стройка грандиозная, очень настроение, оно сразу видно, как у населения поменялось настроение. Елена Соколова работает в социальной службе города.
Сегодня она получает гуманитарную помощь из Татарстана не только для своей семьи, но и для пожилых людей старше 80 лет. Сколько человек таких в Рубежном? Очень много. И просятся на учет. Много стараемся, всех берем, никого не обижаем, помогаем. Я люблю свой город, я здесь родилась, я люблю людей здесь. Меня все знают, я всех знаю, мне здесь хорошо. Вот нам пришлось так, но мы все переживем, и все будет у нас хорошо. Гордитесь тем, что вы россиянка? Конечно. Конечно, слава Богу, я даже очень счастлива, я этого не могла дождаться. А вообще спасибо вам большое, что не забываете нас. Еще один вклад в восстановление мирной жизни в городе Рубежный – отремонтированные и оснащенные помещения местного отделения партии «Единая Россия». Ремонт проводило Татарстанское региональное отделение при поддержке Апастовского муниципального района Республики Татарстан. Здесь, конечно, было печальное зрелище. Это бывшее здание банка. Здесь стоял раскуроченный банкомат с выходом на улицу. Все было разгромлено. Шаг за шагом в подшефный город Татарстана возвращается мирная жизнь. Жительница Рубежного Татьяна Анатольевна оформляет сегодня российские документы в отремонтированном Республикой Татарстан здании МФЦ. Принцип одного окна, удобно. На вопрос, как жилось раньше, отвечает, не скрывая. Это же уже было невыносимо. Я раньше получала 2000 гривен. Мы не могли отапливаться. Только за одно отопление больше 2 месяцев надо было платить. Старички ходили бедные по этому рынку, встанут на эту рыбку, посмотрят. За мясо я уже не говорю. А тут радуешься, заходишь в магазин, тот же пенсионеры, смотришь, набирают полные эти пакеты продуктов. Ну разве сравнима жизнь, какая была тогда и сейчас? Хоть бы Путин дал, Господь нам, Путину дал здоровья побольше, долгих лет жизни, чтобы он мог всем с этим справиться. Вообще, спаси, Господи, Россию. И помоги ей. Алина Сулейманова, Булат Абдульманов. 7 дней.